Уважаемые участники собрания, я рад приветствовать вас на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «Башнефть». Напоминаю вам, что в соответствии с положениями федерального закона об акционерных обществах и уставом компании функции счетной комиссии выполняет регистратор общества АО «Реестр» в лице уфимского филиала. В соответствии с пунктом 30.1 Устава общества председательствующим на общем собрании акционеров является председатель Совета директоров общества, то есть я, Текслер Алексей Леонидович. Предлагаю открыть наше собрание с сообщения о кворуме, слово с информационным сообщением о результатах регистрации, о правомощности собрания. И для объяснения процедуры голосования представляется председателю счетной комиссии Абрамову Николаю Алексеевичу. Пожалуйста, Николай Алексеевич. Уважаемые акционеры, уважаемые члены президиума, для участия в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» по состоянию на 14 часов местного времени зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, которым принадлежит следующее количество голосующих акций – 134 миллиона 719 тысяч 796 штук, что составляет 91,12% от числа размещенных голосующих акций общества. По первому подпункту 15 вопроса сделки заинтересованностью кворум составляет 77,71%. Кворум для открытия собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Спасибо за внимание. Уважаемые участники собрания, как было сказано, кворум имеется. Годовое общее собрание компании «Башнефть» является правомочным. Предлагаю приступить к работе. Рабочими органами годового общего собрания акционеров является президиум общего собрания в составе, собственно, вот здесь за столом присутствуют мои коллеги, я председатель собрания, Корсик Александр Леонидович, президент АНК «Башнефть», Гурьев Евгений Александрович, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, Дежоль Марис, независимый директор, Консидайн Энтони, независимый директор, Марданов Рустем Хабибович, премьер-министр правительства Республики Башкортостан, Орлов Виктор Петрович, президент общественной организации Российского геологического общества, Сергейчук Виталий Юрьевич, член советов директоров, Андрейченко Кирилл Игоревич, вице-президент по корпоративному управлению правовым вопросам общества. Лисовенко Алексей Юрьевич, вице-президент по экономике и финансам, главный финансовый директор АНК «Башнефть». Секретарь собрания Вышинская Эльвира Олеговна, корпоративный секретарь общества. Обращаю ваше внимание на то, что согласно положению об общем собрании акционеров общества, с вопросами по повестке дня можно обращаться в президиум и к председателю собрания только через секретаря собрания в письменном виде с обязательным указанием фамилии акционера. Прошу вас фамилию указывать разборчиво. Президиум имеет право не рассматривать вопросы, не касающиеся повестки дня. Уважаемые акционеры, перед объявлением повестки сегодняшнего годового общего собрания хотел бы сказать несколько слов от имени Совета директоров. В отчетном 2015 году компания «Башнефть» добилась высоких производственных и финансовых результатов и продемонстрировала лидерство в нефтяной отрасли по ряду показателей. Подробнее об этих результатах в своем выступлении расскажет президент компании Александр Леонидович Корсик. Я бы хотел кратко остановиться на ключевых вопросах деятельности Совета директоров в 2015 году. Одним из главных для компании событий в отчетном году стало утверждение Советом директоров долгосрочной программы развития компании до 2020 года. Эта стратегия предусматривает устойчивый рост производственных и финансовых показателей компании при разумных уровнях инвестиций и долга, гарантированные дивидендные выплаты и направлена на дальнейший рост акционерной стоимости компании.
Как вы знаете, в прошлом году, то есть по итогам 2014 года, Башнефть выплатила дивиденды в размере 20 миллиардов рублей или 113 рублей на акцию. По результатам 2015 года Совет директоров рекомендовал сегодняшнему собранию утвердить выплату дивидендов в размере 29,1 миллиарда рублей или 164 рубля на акцию. Таким образом, прирост выплачиваемых акционерам дивидендов составит более 45%. В 2015 году компания также продемонстрировала не только отличные производственные и финансовые результаты, но и впечатляющий рост стоимости. Так, за 2015 год ее рост составил 60%, и еще на 40% компания подорожала за первое полугодие 2016 года. По признанию экспертного совета при правительстве и рабочей группы по созданию Международного финансового центра, компания «Башнефть» является лидером по внедрению положений Кодекса корпоративного управления. Для эффективной реализации поставленных стратегических целей в 2015 году Совет директоров утвердил программу долгосрочной мотивации менеджмента компании, которая увязывает вознаграждение менеджмента высшего и среднего звена с достижением ряда стратегических показателей, включая рост акционерной стоимости. Кроме того, абсолютным приоритетом Совета директоров и одной из важнейших задач остается достижение компании лучших отраслевых показателей в сфере охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды. В 2015 году компания добилась определенных успехов на этом пути, но сделать предстоит еще немало, и Совет директоров по-прежнему будет уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Поэтому люди, работающие в Башнефти, это главная ценность компании. В заключение хотел бы сказать, что Совет директоров в целом удовлетворен результатами компании за 2015 год. Итоги отчетного года демонстрируют, что эта стратегия успешно реализуется в интересах всех акционеров компании. Теперь позвольте перейти к повестке нашего собрания. Сегодня у нас 15 вопросов. Повестка дня. Первый вопрос – это утверждение годового отчета общества. Второе – утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества. Третье – утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года. Четвертый вопрос – о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Пятый вопрос – о выплате вознаграждения за работу в Совете членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества. Шестой вопрос – о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленными внутренними документами общества. Седьмой вопрос – об определении количественного состава Совета директоров. Восьмой вопрос – избрание членов Совета директоров общества. Девятый – избрание членов ревизионной комиссии общества. Десятый – утверждение аудитора общества. 11. Утверждение устава общества в новой редакции. 12 вопрос. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции. 13 вопрос. Утверждение положения о Совете директоров общества в новой редакции. 14. Утверждение положения о правлении общества в новой редакции. И 15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования за 20 дней были разосланы акционерам, а также акционеры имели возможность ознакомиться с материалами собрания по месту нахождения общества и по адресу уфимского филиала АО «Реестр». Дополнительно все материалы были размещены на официальном сайте общества и в электронной форме направлены номинальному держателю акций. Предлагаю приступить к рассмотрению вопросов повестки дня. Первый вопрос – утверждение годового отчета общества в соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона об акционерных обществах. На годовом общем собрании акционеров должен быть в обязательном порядке рассмотрен вопрос утверждения годового отчета общества, содержащего информацию об основных итогах деятельности компании по результатам отчетного 2015 года. Годовой отчет был предварительно утвержден Советом директоров 26 апреля 2016 года и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с требованием пункта 3 статьи 52 Федерального закона об акционерных обществах
Акционеры имели возможность ознакомиться с текстом годового отчета по месту нахождения общества и по адресу уфимского филиала АО «Реестр» в течение 30 дней до даты проведения собрания. Также текст годового отчета был размещен на официальном сайте общества за 30 дней до проведения собрания. Направлен в электронной форме номинальному держателю акций, и возможность ознакомиться с годовым отчетом была предоставлена акционерам при регистрации. Для доклада об итогах общества за 2015 год слово предоставляется президенту общества Корсику Александру Леонидовичу. Пожалуйста. Дорогие друзья, добрый день еще раз. Основной вопрос годового отчета: хорошо компания отработала или плохо? Ну, мне приятно было услышать оценку председателя совета директоров, который сказал, что все нормально. Но на самом деле, мне кажется, есть единственный критерий, который позволяет сказать, хорошо компания отработала или плохо. Это то количество денег, которое компания заработала для своих акционеров, для владельца каждой акции. Это количество денег выражается или в дивидендах, или в том увеличении стоимости акций, которое происходило для акций Башнефти. Так вот, по этому параметру в 2015 году мы лидеры среди всех российских нефтяных компаний. И это, наверное, самый главный результат. Это говорит, что уж мы точно не хуже других, а, наверное, все-таки и получше, чем другие. Легкий этот был год или тяжелый? С одной стороны, вроде бы тяжелый, потому что сильно снизилась цена на нефть в долларах, менялся курс рубля, было очень много неопределенностей, мы не понимали, что будет происходить с рынками, это вызывало определенную настороженность, тревогу, озабоченность. Но сказать, что все было крайне сложно, тоже было бы неправдой. Все-таки Башнефть строилась на протяжении многих лет, и за последние годы мы, мне кажется, смогли создать компанию, которая способна настраивать себя для работы в любой ситуации. И в самой хорошей, и в самой плохой, и так, что с этой компанией никогда в жизни ничего плохого не произойдет. Почему ничего плохого не произойдет? Ну, наверное, есть три фактора. Фактор первый. У нас очень хороший профессиональный совет директоров. Совет директоров, который зачастую не дает легко жить менеджменту, в том числе и мне, ставит какие-то вопросы, на которые иногда ни у меня, ни у моих коллег нет ответов, заставляет нас думать, заставляет нас быстрее бежать. С другой стороны, это не совет директоров, который занимается мелочной опекой, это совет директоров, который зачастую помогает находить правильные решения в тех или иных ситуациях. И мне кажется, что это очень важно, потому что далеко не во всех компаниях есть такое реальное профессиональное взаимодействие между советом директоров и управленцами компаниями. Второй элемент, который позволяет нам говорить о том, что в любой ситуации компания будет жить нормально, это, наверное, некая корпоративная культура, которая сложилась за последние годы, и в соответствии с которой практически каждый человек, работающий в Башнефти, прежде чем сделать то или иное действие, думает о том, как это повлияет на ваши деньги, именно на ваши деньги, на ваш заработок, на стоимость акций компании, на ваши дивиденды. Это ключевой момент. Люди не думают о том, чтобы добыть на 1,5 или 2 тонны больше нефти, или больше или меньше переработать, или больше или меньше потратить. Они думают о конечном результате, как это отразится на вашем кошельке. В этом, наверное, залог успеха. Ну и третье, все-таки мы работали в последние годы, и мы создали ту компанию, которая действительно может выживать в любой ситуации, подстраиваться под любую ситуацию, и как бы плохо или как бы хорошо не было, в каждой ситуации зарабатывать деньги, по крайней мере, так, что это будет не хуже, чем у наших конкурентов или у наших партнеров, у других нефтяных компаний. Какие главные результаты прошлого года? Ну, во-первых, как всегда, уже на протяжении последних лет это стало традиционным. Добыча нефти растет в Башнефти быстрее, чем у кого бы то ни было. Больше 10%, почти 12%, по-моему. Ни у кого таких цифр нет. Растут и финансовые результаты. В прошлом году мы заработали существенно больше денег, чем в 2014 году. И это вы, конечно, увидите в своих дивидендах. Эффективное управление зрелыми месторождениями.
это, наверное, предмет нашей особой гордости. Когда в разговорах с инвесторами я говорю о том, что у нас есть месторождения, которые работают по 84 года, для них это большое удивление. Они себе представить не могут, как на таких месторождениях можно не только добывать, но и увеличивать добычу. Тем не менее, это происходит из года в год. Каждый год мы говорим, что у нас задача удержать добычу на прежнем уровне, на наших старых, зрелых башкирских месторождениях. И каждый год мы все-таки делаем это чуть-чуть лучше, мы увеличиваем эту добычу. И мне кажется, в этом, наверное, особая отличительная черта Башнефти по сравнению с другими компаниями. Мы очень хорошо научились это делать. То же самое происходит на наших новых активах. Это Тимана-Печоры, Трепса и Титова. И это Бурнефтегаз в Западной Сибири, который мы купили в 2014 году. Все идет по плану, все идет нормально. Добыча растет, скважины бурятся. Деньги в результате для акционеров производятся. Наша переработка. В прошлом году у переработки была очень непростая ситуация, очень непростая, потому что в результате изменения налоговой системы мы ожидали, что по переработке будет нанесен серьезный финансовый удар. Тем не менее, мы смогли не то что смягчить этот удар, мы смогли практически полностью избежать этого удара. За счет того, что переработка наша находится в таком состоянии развития, что она может подстроиться практически под любую налоговую систему и под любой рынок, что в прошлом году и было сделано благодаря, я бы сказал, очень напряженному труду наших сотрудников, которые отвечают за эту переработку. Финансовое положение компании. Как я уже сказал, прошлый год был таким достаточно неопределенным с точки зрения того, что будет в будущем. Поэтому мы очень внимательно и очень консервативно относились к тому, чтобы у нас всегда были деньги на каждый случай жизни. Мы не брали лишних кредитов, мы внимательно смотрели за тем, сколько денег мы зарабатываем и сколько мы тратим. И могу вам сказать с полной ответственностью, что в каждой точке финансовое состояние компании было абсолютно стабильным. И могу вас уверить, что так будет и в будущем, потому что построена система, которая позволяет нам это финансовое состояние поддерживать. Ну и, наконец, еще один результат, может быть, и самый важный, это те дивиденды, которые мы платим. Мы каждый год платим приличные дивиденды по сравнению с другими. В этом году, если вы примете такое решение, а я уверен, что вы его примете, дивиденды снова увеличатся, ну и будем надеяться, что и дальше мы будем зарабатывать достаточно, чтобы наши акционеры не расстраивались тогда, когда они будут видеть объем тех дивидендов, которые получают, а радовались этому. Немножко о географии компании. Могу только сказать, что она давно перестала быть региональной компанией, она давно является компанией общероссийской, федеральной. Добыча идет в 5 регионах, заправки у нас находятся более чем в 20 регионах. Но тем не менее Башнефть – это все-таки старейшая российская башкирская компания. Башнефть – это марка, и слово «Башнефть», я считаю, должно звучать гордо на протяжении многих-многих лет. Что у нас происходило в добыче? Справа на графике – это наш профиль добычи. Как вы видите, за 3 года мы увеличили добычу примерно на 30%. При этом растет добыча на зрелых месторождениях. Мы идем точно по плану на Трепсе Титова. Мы идем точно по плану, даже быстрее, на активе, который купили в Западной Сибири, Бурнефтегаз. Но что очень важно, это то, что мы не проедаем будущее. Если вы посмотрите на левый график, то вы увидите, что мы каждый год добавляем больше запасов, чем мы извлекаем нефти из земли. Если в 2012 году на каждые 100 тонн добытой нефти мы добавили 123 тонны запасов, то в этом году это соотношение еще лучше. На каждые 100 тонн мы добавили более чем 200 тонн запасов. Это означает, что на протяжении многих лет нам будет что добывать, и каким образом, и будет вариант, каким образом мы можем зарабатывать деньги. Переработка. Так называемый индекс Нельсона, он говорит о сложности нефтеперерабатывающих заводов.
Не подумайте, что индекс Нельсона и сложность наших заводов у нас самоцель. Наша самоцель – сделать заводы такими, чтобы они могли работать в любых ситуациях и, опять-таки, зарабатывать деньги для вас. И, собственно говоря, логическим путем получается, что это может произойти только в том случае, если заводы будут современными, сложными и очень гибкими, что у нас и вышло в результате той модернизации, которая на протяжении десятилетий проводилась в Башнефти, ну и в результате той модернизации, которая в последние годы проводилась в Башнефти. То есть то, что мы имеем сегодня, это не только то, что построено было в советские времена, как многие привыкли думать, это то, что было сделано и за последние годы. Кстати говоря, в прошлом году мы сократили объем переработки более чем на 10%, для того, чтобы наша переработка зарабатывала деньги, иначе было это сделать невозможно. Но количество бензина и дизельного топлива осталось при этом на уровне 2014 года. Все потому, что мы произвели модернизацию, и выход светлых продуктов у нас увеличился почти на 8%. Это очень серьезный результат. Вы прекрасно знаете, что мы производим моторное топливо и бензин, и дизельное топливо в соответствии со стандартами Евро-5 100%. И что очень важно, мы каждый год увеличиваем количество бензина и дизельного топлива, которое мы можем продавать через свои заправки. Это означает, что на нас никто не зарабатывает. Когда мы продаем через свои заправки, все деньги остаются в компании. Теперь о деньгах. В прошлом году выросла и операционная прибыль, на 34% почти выросла чистая прибыль. И вот этот рост операционной чистой прибыли позволяет нам в этом году работать с более высокими капиталовложениями, создавать новые заделы на будущее и при этом уверенно чувствовать себя с точки финансовой ситуации и быть в состоянии платить те дивиденды, которые мы собираемся в этом году заплатить. Дивиденды в этом году составят 164 рубля на акцию. Я уверен, что вы примете это решение. Это 50% чистой прибыли. По-моему, никто из наших конкурентов столько не платит. По-моему, я могу, конечно, ошибаться, но вот это та цифра, которой, я считаю, мы можем гордиться, и которая вам, акционерам, должна доставлять удовольствие. Кстати говоря, мне тоже, потому что с недавнего времени я тоже являюсь миноритарным акционером Башнефти, и таким же образом получаю удовольствие от того, что я вижу, что 50% чистой прибыли идет на дивиденды. Социальная ответственность. Мы живем не в безвоздушном пространстве. Вокруг нас природа, города, люди, наши работники, не наши работники, их дети, отцы, матери. И, естественно, мы в полной мере, так же, как и вся страна, отвечаем перед ними. Мы отвечаем за то, чтобы наша природа была в нормальном состоянии, чтобы люди дышали чистым воздухом. Но прежде всего мы отвечаем за то, что мы платим налоги. А налоги у нас существенные. 233 миллиарда Башнефть заплатила в прошлом году всего, а в башкирский бюджет из этих 233 поступило более 20 миллиардов рублей. И это гораздо больше, чем кто бы то ни было еще, кто там занимает второе, третье и другие места по налогам, которые были заплачены в башкирский бюджет. Кроме этого, у нас есть серьезные социальные программы. В общей сложности в Башкирии, но и не только в Башкирии, в других регионах мы потратили на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Ну и вы знаете, как организована эта система. Я считаю, что вам, акционерам, не надо жалеть вот этих денег, потому что эти деньги в результате косвенным образом все равно поступает вам, поступает вашим детям. Эти деньги тратятся на школы, на ремонты дорог, эти деньги тратятся на спорт. Ну, я вам приведу элементарный пример. Когда несколько сотен детей играют в футбол под эгидой компании «Башнефтьдобыча», играют в футбол не для того, чтобы создать более сильный состав сборной России на ближайшем чемпионате мира по футболу, а играют в футбол для того, чтобы не находиться на улице и не быть подверженным наркотикам. Я считаю, что это тоже большое достижение компании. И та тема, которой я уже коснулся, это охрана окружающей среды и охрана труда.
Охрана окружающей среды. Я думаю, мы делаем серьезные шаги. Мы далеко не идеальны в этом плане. Как любое промышленное предприятие, мы, конечно, наносим какой-то ущерб, но мы стараемся этот ущерб минимизировать за счет использования современных технологий и за счет того, что мы тратим очень приличные деньги на всякие защитные мероприятия. Ну, пару примеров. Это биологические очистные сооружения, которые позволят воду, которая возникает в результате нефтепереработки, сделать такой, что она будет чище, чем та река, чем та вода, которая находится в реке Белой, и проект этот стоит несколько миллиардов. Это программа по ремонту трубопроводов, которая позволяет радикальным образом сократить количество разливов нефти. Это программа по утилизации попутного газа. Мы уверенно идем к цифре, которую мы для себя наметили, 95%. Если говорить об охране труда, то здесь, к сожалению, я вынужден констатировать, что, несмотря на все усилия, результаты пока далеки от тех, которые мы хотели бы видеть. Можно говорить о любых объективных причинах, но когда у нас или у наших подрядчиков гибнут люди, значит, что-то не так. Хотя мы стараемся создавать условия. Можно все объяснить тем, что люди безразлично относятся к своей жизни. Такой элемент тоже есть. Но только мы можем эту ситуацию изменить, поэтому эта тема, наверное, является темой номер один в этом году, в следующем году и в ближайшие годы. Все-таки мы хотим добиться того, чтобы наши люди понимали, что их жизнь, здоровье – это самая великая ценность, которая есть в мире, и чтобы их дети чувствовали себя спокойно, понимая, что у них всегда будут кормильцы, которые смогут их спасти в любой ситуации. Вот этого мы хотим добиться. Зарабатывать мы научились, нефть добывать мы научились лучше, чем другие. Вот когда мы научимся делать так, чтобы наши люди всегда целыми возвращались домой, я буду считать, что компания достигла вот того уровня, к которому мы должны стремиться. Что мы будем делать в следующем году? Про охрану труда я уже сказал. Добыча на зрелых месторождениях, опять та же самая задача. Поддержать на прежнем уровне. Но если раньше мы говорили об уровне 15 миллионов тонн, то сейчас мы говорим об уровне 16,7 миллиона тонн. Это рост добычи на месторождениях Трепса и Титова. Это продолжение роста добычи на месторождениях бурнефтегаза. И это геологоразведка, которая обеспечивает прирост запасов, обеспечивает наше будущее. Это геологоразведка и в Башкирии, это геологоразведка и в Тимано-Печоре возле Трепса и Титова, и это геологоразведка в Западной Сибири возле Соровского месторождения, где у нас идет основная добыча. Кстати говоря, я не буду предвосхищать события, но наш партнер и коллега, первый вице-президент Лукойла Маганов на собрании акционеров Лукойла сказал, что в совместном предприятии Башнефти и Лукойла в Тимано-Печоре ожидается серьезное открытие. Я не стану опровергать его слова. В нефтепереработке ее надо поддерживать на оптимальном уровне, не больше, не меньше, именно на том уровне, который позволит производить нам наибольшее количество денег для компании и в результате для акционеров. Мы продолжим модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов. Как показала жизнь, то, что мы задумали несколько лет назад, и то, что мы реализовали, позволяет нашей нефтепереработке быть, ну, если не лучшей в стране, то одной из лучших в стране, и мы будем двигаться в этом же направлении. Сейчас мы строим еще одну установку замедленного коксования, и когда она будет завершена, это 2020 год, Башнефть перестанет производить мазут. Это будут только хорошие, дорогие продукты, как бензин, дизельное топливо, керосин и все прочее. Нефтехимия. Уфаоргсинтез к нашему большому удовольствию вернулся, как говорится, в лоно семьи, и Уфаоргсинтез показывает в прошлом году и в этом году замечательные результаты, производит достаточно большое количество не только продуктов, но и денег. И мы будем продолжать повышать операционную эффективность Уфаоргсинтеза и будем производить некоторую модернизацию, которая позволит нам обеспечить хороший заработок на нефтехимии и в предстоящие годы. Расширение сети АЗС. Сегодня у нас их примерно 570.
Как я вам уже сказал, АЗС нам нужны, крайне важны и крайне нужны, потому что когда мы продаем свой бензин через свои заправочные станции, мы никому не отдаем свои деньги. Все деньги остаются внутри компании. Кроме того, намечается избыток бензина в России, и те компании, которые будут иметь много заправочных станций, будут находиться в выигрышном положении, поэтому мы продолжаем приобретать заправочные станции. Ну и, само собой разумеется, это поддержание финансовых стабильных показателей. Никоим образом, ни при каких обстоятельствах мы не сделаем никаких движений, которые подвергли бы сомнению финансовую стабильность компании. Это ваши деньги, это то, что вы заработали тяжелым трудом, и уж точно мы сделаем все для того, чтобы это сохранить и приумножить. Дорогие друзья, собственно говоря, и все. Я очень признателен за ваше терпение. Я, может быть, говорил дольше, чем было нужно, но я вот хотел обратить внимание на те моменты, на которые я обратил внимание. Если будут вопросы в письменном виде, пожалуйста, присылайте, я постараюсь на них ответить. Ну а в целом я считаю, что компания отработала вполне достойно, и ни секунды не сомневаюсь в том, что так будет продолжаться и в этом году, и в следующем, и дальше. Спасибо большое. Спасибо, Александр Леонидович. Второй вопрос повестки дня собрания. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества. Для доклада по данному вопросу слово предоставляется Лисовенко Алексею Юрьевичу. Пожалуйста, Алексей Юрьевич. Добрый день, уважаемые акционеры. В соответствии со статьей 48 Федерального закона об акционерных обществах, компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах. Годовая бухгалтерская отчетность была предварительно утверждена Советом директоров общества в конце апреля 2016 года и рекомендована для утверждения общим собранием акционеров. Годовая бухгалтерская отчетность была предварительно раскрыта на сайте общества в установленные сроки, и все заинтересованные лица могли с ней заблаговременно ознакомиться, равно как и с заключениями аудитора и ревизионной комиссии. Отмечу, что по итогам проверки отчетности аудитором не выявлено фактов, которые могли бы свидетельствовать о недостоверности финансовой отчетности. Таким образом, отчетность во всех существенных аспектах и элементах объективно отражает состояние дел в обществе по итогам 2015 года. Проект решения утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность за 2015 год. Уважаемые акционеры, прошу вас голосовать. Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня собрания. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года. Слово предоставляется Лисовенко Алексею Юрьевичу. Пожалуйста. Уважаемые акционеры, решение по этому вопросу в соответствии с уставом принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. По итогам 2015 года обществом получена чистая прибыль, рассчитанная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 52 миллиардов 306 миллионов 523 тысяч рублей. В соответствии со статьей 65 Федерального закона об акционерных обществах Советом директоров общества были даны рекомендации по распределению прибыли, при подготовке которых были учтены положения дивидендной политики, утвержденный Советом директоров 2 октября 2015 года, а также распоряжение правительства Российской Федерации по минимальному размеру прибыли компании с государственным участием, распределяемой на дивиденды. Проект решения. Чистая прибыль ПАО НК «Башнефть» в размере 52 миллиардов 306 миллионов 523 тысяч рублей, полученную по результатам 2015 года, распределить часть чистой прибыли в размере 29 миллиардов 132 миллиона 58 тысяч 200 рублей направить на выплату дивидендов, часть чистой прибыли в размере 1 419 200 рублей направить на пополнение резервного фонда, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Уважаемые акционеры,
прошу вас голосовать. Важнейший вопрос повестки дня. Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Слово также предоставляется Лисавенко Алексею Юрьевичу. Уважаемые акционеры, этому вопросу всегда уделяется особое внимание со стороны всех акционеров. 26 мая 2016 года Совет директоров дал рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов, срокам и форме их выплаты. Он рекомендовал принять следующее решение. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рублей за одну акцию. По привилегированным акциям общества типа А по итогам 2015 года в размере 164 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате объявления дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО НК «Башнефть» 15 июля 2016 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Напомню, что в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Федерального закона об акционерных обществах размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного общим советом директоров общества. Прошу вас проголосовать по определению размера дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлению даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год. Уважаемые акционеры, также прошу вас голосовать и переходим к рассмотрению следующего пятого вопроса повестки дня о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров, членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества. Слово предоставляется Лисавенко Алексею Юрьевичу. Уважаемые акционеры, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона об акционерных обществах, по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Решением общего собрания акционеров общества от 30 июня 2015 года было утверждено положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров в новой редакции. На основании данного положения независимым членам Совета директоров и членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, профессионально поверенные, выплачиваются следующие виды вознаграждения. Первое – фиксированное вознаграждение. Второе – вознаграждение за участие в работе комитетов Совета директоров общества. Третье – вознаграждение по итогам работы за календарный год, за корпоративный год. Размеры данных вознаграждений определяются в соответствии с методикой, установленной в данном положении. Независимым членам Совета директоров общества выплачивается ежемесячная часть фиксированного вознаграждения и ежеквартальное вознаграждение за участие в работе комитетов при Совете директоров общества. Профессиональным поверенным фиксированное вознаграждение и вознаграждение за участие в работе комитетов выплачивается единовременно не позднее 20 дней после даты проведения годового общего собрания. В целях повышения мотивации членов Совета директоров по принятию решений и совершению иных действий, способствующих росту инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации общества, членам Совета директоров также выплачивается вознаграждение по итогам работы за корпоративный год, не позднее 20 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров. Размер данного вознаграждения определяется в зависимости от динамики роста рыночной капитализации общества и выплачивается только при наличии чистой прибыли обществу по итогам за финансовый год, определяемый в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Поскольку обществом была получена чистая прибыль, и на основании справки, предоставленной Московской бирже, показатель динамики роста рыночной капитализации ПАО НК «Башнефть» является лучшим среди конкурентов, первое место, акционерам общества предлагается одобрить выплату вознаграждений за работу в составе Совета директоров,
членам Совета директоров, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном положением о вознаграждениях и компенсациях. В материалах к собранию приведен расчет вознаграждения, и общая сумма вознаграждения за 2015 год для независимых директоров составит 11 миллионов 575 тысяч рублей, для профессиональных поверенных 8 миллионов рублей. Проект решения по данному вопросу: выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимися государственными служащими, в размере, установленном положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО НК «Башнефть». Уважаемые акционеры, прошу голосовать по пятому вопросу. Спасибо. Переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества. Слово предоставляется Лисовенко Алексею Юрьевичу, пожалуйста. Коллеги, решением общего собрания акционеров общества было утверждено положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии. Это было 30 июня 2015 года. Размеры вознаграждения определяются в соответствии с методикой, установленной в данном положении. Согласно пункту 2.2 положения, размер вознаграждения составляет 15% от размера вознаграждения для члена Совета директоров общества, то есть 750 тысяч рублей. При этом для председателя ревизионной комиссии предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Вознаграждение выплачивается единовременно на основании решения годового общего собрания акционеров общества. Акционерам общества предлагается одобрить выплату вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества. В материалах к собранию приведен расчет вознаграждения, произведенный в соответствии с действующим положением. Проект решения: выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО НК «Башнефть». Уважаемые акционеры, прошу вас голосовать. Переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня об определении количественного состава Совета директоров. Слово предоставляется Андрейченко Кириллу Игоревичу. Пожалуйста, Кирилл Игоревич. Добрый день, уважаемые акционеры. По седьмому вопросу повестки дня собрания прежде всего предлагается утвердить количественный состав Совета директоров общества, который будет работать в следующем году. Я хочу отметить, что предлагаемый количественный состав на следующий год точно такой же, как был в этом году, это 10 человек. Поэтому предлагается зафиксировать тот же самый численный состав Совета директоров на 2016 и 2017 год. Ну, соответственно, на следующий корпоративный год. Ну, то есть проект решения определить количественный состав в количестве 10 человек. Так? Совершенно верно. Уважаемые акционеры, прошу голосовать. Переходим к рассмотрению восьмого вопроса повестки дня об избрании членов Совета директоров. Слово предоставляется Андрейченко Кириллу Игоревичу. Пожалуйста. Уважаемые акционеры, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выдвинуто для избрания в состав Совета директоров 10 кандидатов. Сейчас мы остановимся коротко на кандидатуре каждого из выдвинутых потенциальных кандидатов. В общем-то, выдвинут тот же самый состав Совета директоров, который успешно работал в прошлом году. По алфавиту: Чарльз Ватсон предлагается для утверждения в качестве члена Совета директоров. Это старейший из независимых членов Совета директоров в нашей компании. Он работает в компании с 2012 года как независимый директор и возглавляет комитет, очень важный комитет в компании и Совете директоров, комитет по охране труда и промбезопасности, комитет по HSE. Гурьев Евгений Александрович, это представитель Республики Башкортостан, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Также предлагается для избрания в состав Совета директоров.
Марис Дежоль, независимый директор. В прошлом рабочем году, корпоративном году, он возглавлял комитет по вознаграждениям и назначениям. Предлагается в качестве кандидата для утверждения в состав Совета директоров. Энтони Консидайн, также независимый директор. В прошлом корпоративном году он возглавлял комитет по аудиту. Предлагается для утверждения в качестве директора, члена Совета директоров компании на следующий год. Александр Леонидович Корсик, президент компании, вы все прекрасно знаете, предлагается в качестве кандидата в состав Совета директоров. В случае его избрания в состав Совета директоров он будет иметь статус исполнительного директора. Никакого дополнительного вознаграждения за свою работу, кроме как зарплата, как член Совета директоров, Александр Леонидович не получает. Следующий кандидат – это второй представитель Республики Башкортостан Рустем Хабибович Марданов. Это премьер-министр правительства Республики Башкортостан. В прошлом рабочем году он возглавлял комитет по бюджету компании «Башнефть». Как вы понимаете, это один из самых ключевых комитетов. Его возглавляет представитель Республики Башкортостан. Виталий Юрьевич Сергейчук. До последнего времени был представителем Росимущества. Сейчас сохранил статус члена Совета директоров ряда больших промышленных компаний. Предлагается в качестве кандидата в состав Совета директоров на следующий год. Председатель Совета директоров компании «Башнефть» Алексей Леонидович Текслер, первый заместитель министра энергетики Российской Федерации. Представитель Российской Федерации в составе Совета директоров. Орлов Виктор Петрович. Предлагается в качестве кандидата в выдвижение в состав Совета директоров. У Виктора Петровича очень серьезный послужной список. Многие помнят, что с 1992 по 1996 год Виктор Петрович был председателем комитета по геологии и минеральным ресурсам. С 1996 по 1999 год был министром природных ресурсов Российской Федерации. С 1998 года является президентом общественной организации «Российское геологическое общество». Шафраник Юрий Константинович является председателем Союза нефтегазопромышленников Российской Федерации. Также предлагается в качестве кандидата в состав Совета директоров. С 1993 по 1996 год Юрий Константинович являлся министром топлива и энергетики Российской Федерации. Это весь состав кандидатов в состав Совета директоров. Вам предлагается проголосовать за кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров для работы в обществе в 2016-2017 годах. Уважаемые акционеры, прошу голосовать. Переходим к рассмотрению 9-го вопроса повестки дня: избрание членов ревизионной комиссии общества. Слово предоставляется Андрейченко Кириллу Игоревичу. Пожалуйста. Уважаемые акционеры, в соответствии с уставом компании и лучшими корпоративными практиками, в соответствии с требованиями законодательства, в обществе должна быть сформирована также ревизионная комиссия. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров сформировать ревизионную комиссию из следующих лиц, которые были номинированы представителем основного акционера Росимуществом. Первый кандидат – это представитель Министерства экономического развития Российской Федерации Афаняшин Алексей Анатольевич. Я не буду, наверное, зачитывать все его достижения, поскольку информация о каждом из кандидатов была своевременно раскрыта и была доступна в материалах к этому годовому собранию акционеров. Следующий кандидат – это представитель Росимущества Олег Сергеевич Зенков. Следующий кандидат
председатель ревизионной комиссии в прошлом составе Борис Моисеевич Любошец. Он является профессиональным аудитором. Следующий кандидат – это Андрей Владимирович Новаковский. Многие из вас его знают. Он управляющий партнер адвокатского бюро «Линия права». И представитель Минэнерго в составе ревизионной комиссии Богашов Александр Евгеньевич. Предлагается сформировать ревизионную комиссию в обществе на следующий год из этого состава кандидатов. Уважаемые акционеры, прошу голосовать за проект решения. Переходим к рассмотрению следующего 10-го вопроса повестки дня – утверждение аудитора общества. Слово предоставляется Лисовенко Алексею Юрьевичу, пожалуйста. Уважаемые акционеры, в 2015 году общество провело закупочную процедуру в форме открытого конкурса на аудит консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности и бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015, 2016 и 2017 годы. Победителями конкурса были признаны закрытое акционерное общество Deloitte & Touche СНГ в качестве аудитора отчетности по международным стандартам и общество с ограниченной ответственностью РСМ Русь, аудит отчетности по российским стандартам. Собранием акционеров, в чью компетенцию входит утверждение аудитора, 30 июня 2015 года эти кандидатуры были утверждены в качестве аудиторов на 2015 год. В соответствии со статьей 47 Федерального закона об акционерных обществах, общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества. На основании результатов конкурсов, проведенных обществом для проведения аудита финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год, общему собранию акционеров предлагается утвердить кандидатуру общества с ограниченной ответственностью РСМ Русь для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год. Общему собранию акционеров предлагается утвердить кандидатуру закрытого акционерного общества Deloitte & Touche СНГ. Краткая информация об аудиторах своевременно была размещена и доступна для акционеров по адресу уфимского филиала АО «Реестр». Также была опубликована на сайте общества. Спасибо. Уважаемые акционеры, прошу голосовать. Переходим к рассмотрению следующих пунктов повестки дня. Собрание, предлагаю вопросы 11, 12, 13 и 14 рассмотреть совместно, поскольку они связаны друг с другом. Речь идет о вопросе утверждения устава общества в новой редакции, утверждения положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции, утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции и утверждение положения о правлении общества в новой редакции. Слово предоставляется Андрейченко Кириллу Игоревичу, пожалуйста. Уважаемые акционеры, необходимость актуализации устава и положений общества, регулирующих деятельность органов управления, возникла по двум причинам. Первое. В связи с вступлением с 1 июля 2016 года ключевых изменений в Федеральный закон об акционерных обществах. И второе. В связи с выполнением мероприятий в соответствии с утвержденным планом мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность публичной компании АНК «Башнефть». Так называемая дорожная карта, которой обязаны следовать все публичные компании, находящиеся в государственной собственности. Тексты проектов изменений были своевременно раскрыты, были доступны всем акционерам. Данные изменения будут внесены соответствующим образом в случае утверждения на этом собрании и в устав компании, и в положении о совете директоров, и в положении об общем собрании акционеров, и в положении о правлении. Доклад окончен. Это все ключевые изменения, которые мы бы хотели, чтобы акционеры утвердили в устав и во внутренние нормативные документы компании. Спасибо, уважаемые акционеры. Прошу голосовать по вопросам 11-14 повестки дня, по тем вопросам, которые сейчас были обозначены. Переходим к рассмотрению 15-го вопроса повестки дня.
Переходим к рассмотрению 15-го вопроса повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Слово предоставляется Андрейченко Кириллу Игоревичу. Пожалуйста. Уважаемые акционеры, вашему вниманию предлагается 4 сделки. Я остановлюсь на каждой коротко, осветив ее существенные условия. Первая сделка – это сделка с заинтересованностью с компанией «Транснефть». Это естественный монополист Российской Федерации, который осуществляет перевозку, транспортировку нефти по системе нефтепродуктопроводов Российской Федерации. Будем говорить так, в ряде случаев для того, чтобы компания «Башнефть» транспортировала свою нефть до конечного покупателя, альтернативы, в общем-то, нет. Именно по этому критерию и при критерию материальности данная сделка попала на годовое собрание акционеров, на общее обозрение. Кроме того, эта сделка с заинтересованностью, потому что в компании «Транснефть» также контрольным пакетом является, владельцем контрольного пакета является Российская Федерация в лице Росимущества. Сделка между двумя дочерними структурами, принадлежащими Российской Федерации, имеется в виду и «Транснефть», и «Башнефть», это сделка с заинтересованностью. Значит, предлагается одобрить сделку с компанией «Транснефть» по транспортировке нефти и нефтепродуктов на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в общем объеме сделки не более 25 миллиардов 800 миллионов рублей. Детальные параметры сделки находятся у вас в бюллетене номер 6, пункт 15.1. Следующие 2 сделки, связанные между собой, это сделка компании «Башнефть» с нашей дочерней структурой, компании «Башнефть-Полюс», которая выполняет огромный комплекс работ по разработке месторождений Трепса и Титова в Ненецком автономном округе. Первая сделка – это сделка, связанная с переработкой углеводородного сырья. Данная сделка продиктована во многом требованиями и условиями той лицензии, которую выдало нам государство на разработку месторождения Трепса и Титова. И вторая связанная с ней сделка на поставку продукции нефтепереработки и нефтехимии. То есть мы берем ту нефть, которая добывается на месторождении Трепса и Титова, перерабатываем и выдаем обратно Башнефть-Полюсу продукцию нефтепереработки. Вот такая серия взаимосвязанных сделок, сделок с заинтересованностью. Их ключевые параметры у вас изложены в бюллетене номер 6, пункты 15.2, 15.3. И четвертая сделка, сделка, которая продиктована требованиями лучших практик корпоративного управления, это страхование ответственности членов Совета директоров и топ-менеджмента компании «Башнефть» от рисков принятия неправильных решений. Данное страхование ДНД входит в обязательные требования для всех публичных компаний. Мы этому требованию следуем достаточно давно. Мы просим вас пролонгировать договор страхования, нашу страховку ДНД, на последующий период в связи с ее окончанием. Это все сделки, которые предлагается одобрить общему собранию акционеров. У вас все? Уважаемые акционеры, прошу голосовать. Мы сейчас будем завершать голосование. Хотелось быть уверенным, что мы можем это сделать. Хорошо, коллеги, закончено обсуждение последнего вопроса. Прошу счетную комиссию прекратить регистрацию участников собрания. Слово с информационным сообщением о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, предоставляется председателю счетной комиссии Абрамову Николаю Алексеевичу. Пожалуйста. Уважаемые акционеры, окончательные итоги регистрации акционеров для участия в собрании. В общем годовом собрании акционеров ПАО АМК «Башнефть» приняли участие акционеры, которым принадлежит 134 миллиона 722 тысячи 990 штук голосующих акций, что составляет 91,12% от числа размещенных голосующих акций общества. По первой части 15-го вопроса сделки с заинтересованностью
количество голосов, не заинтересованных в совершении сделки акционеров, составляет 45 миллионов 771 тысяча 611 штук, что составляет 77,72% от всех незаинтересованных в данном вопросе голосов. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые участники собрания, прошу сдать представителям счетной комиссии бюллетени. Напоминаю, что бюллетень должен быть обязательно подписан акционером. Неподписанный бюллетень считается недействительным. Прошу счетную комиссию собрать бюллетени у проголосовавших участников собрания. Уважаемые акционеры, голосование окончено. Прошу счетную комиссию приступить к подсчету голосов. Теперь ответим на вопросы, поступившие из зала. Я начну с себя. Поступил вопрос от акционера Резяпова Рашита Мухаметовича. Вопрос звучит следующим образом. Компания находится в госсобственности. Пока компания находится в госсобственности, Совет директоров, рассматривался ли Советом директоров вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года для поддержки бюджета Российской Федерации? Ответ – нет, не рассматривался. Предлагаю тогда, наверное, Александр Ильич, дальше с вас начать, а потом в режиме свободного микрофона, кому вопросы передали, прошу ответить на вопрос. Дорогие друзья, я иногда могу ошибаться, когда буду читать ваши фамилии, поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Работник Уфанефтехима, по-моему, Бекметов, Ф.Е., если не ошибаюсь. Я на заводе проработал 40 лет, в этом году исполняется 60 лет пуска Уфанефтехим. Будут ли какие-то вознаграждения к этой дате? Мы точно будем праздновать все серьезные события в жизни компании, потому что мы считаем, что Башнефть имеет полное право гордиться своей историей. Это великая история, история великой компании. И, естественно, мы это должны праздновать. Ну, естественно, какие-то будут мероприятия и какие-то вознаграждения. Вне всякого сомнения. Какую помощь оказывает Башнефть Совету ветеранов Уфанефтехима? Вы, видимо, знаете, что у нас Совет ветеранов построен следующим образом. У нас есть совет компании, а есть еще советы на отдельных предприятиях. Вот они взаимодействуют через Совет ветеранов всей компании, и обычно все решения принимаются централизованно через совет компании. Почему Башнефть не отмечает День пожилых людей, как делают остальные предприятия? Мы долго дискутировали на эту тему с Советом ветеранов. По-моему, раза 3 мы обсуждали эту тему и пришли к выводу, что пожилые люди – это понятие очень относительное. Кто-то считает себя пожилым в 60 лет, кто-то считает себя пожилым в 90 лет. А мы должны обращать особое внимание на поддержку именно ветеранов, тех людей, которые проработали много лет в Башнефти и которые являются заслуженными людьми. Не всякого сомнения, если вы проработали 40 лет, вы точно относитесь к этой категории. И вместе с Советом ветеранов, где, я считаю, все работники и бывшие работники Башнефти хорошо представлены, мы приняли следующее решение. Мы концентрируем свои усилия на 2 датах. Это День Победы и это День нефтяника. И вот в эти даты мы будем стараться оказать какую-то поддержку большому количеству ветеранов. Но вы помните, что было при праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Каждый ветеран войны и труда, который когда бы то ни было работал в Башнефти, получил, ну, я считаю, достаточно неплохую сумму денег в качестве помощи к этой дате. И что самое немаловажное, помимо тех денег, которые на это выделила компания, сотрудники компании, никто никого не обязывал. Просто попросили, кто сколько может. Сотрудники компании, 16 тысяч человек, выделили на это деньги. Вот это, вот, я считаю, великое достижение. Это знак уважения как к нашим ветеранам, и это знак уважения к Великой Отечественной войне.
Так, по-моему, по этой теме все. Следующий вопрос. К сожалению, я здесь фамилии вообще не вижу. Видимо, она исчезла там в процессе, когда мы передавали записку, но тем не менее. Продолжит ли Башнефть финансирование Салавата Юлаева и строительство соборной мечети в 2016 году? Сколько планируют потратить в этом году на эти цели? Салават Юлаев финансируем. Общая сумма на этот год примерно 2,5 миллиарда. Деньги большие, но, видимо, никто другой в республике профинансировать этот клуб не может. Оставить республику без такого клуба было бы, видимо, неправильно. Поэтому и Совет директоров, и государство, являющееся основным акционером, пришли к выводу, что имеет смысл это финансирование делать. В отношении финансирования строительства соборной мечети мы, как Башнефть, не финансируем строительство соборной мечети, мы не финансируем строительство церквей, ни православных, ни мусульманских, ни синагог, никаких других. Мы договорились с руководством республики, что те деньги, которые поступают в виде благотворительности от Башнефти, идут на здравоохранение, на спорт, на детские сады и на подобные учреждения. То, что касается храмов и церквей, республика решает эти вопросы сама. Когда завершится работа по передаче, тот же автор вопроса, по передаче башкирским муниципалитетам объектов инфраструктуры, принадлежавших Башнефти? Работа эта ведется. Она, к сожалению, идет очень медленно по двум причинам. Во-первых, есть довольно сложные процедуры, которым мы должны следовать. Мы не можем просто так вот взять и спонтанно принять решение, отдаем то или иное здание кому-то. Все-таки это здание принадлежит вам, акционерам, и прежде чем его кому-то отдать, должны быть протестированы все возможности. Может быть, его можно кому-то продать. То есть, если мы продать не можем, мы передаем. Еще одна причина, почему это происходит не очень быстро. Зачастую муниципалитеты сами не хотят брать здания, поэтому мы вынуждены держать их у себя. Но программа эта есть, она контролируется Советом директоров, и она будет продолжаться. И Имамуддинов Флорид Фавилович. Какова, на ваш взгляд, справедливая стоимость компании в долларах или рублях? Нормальная рыночная капитализация? Очень сложный вопрос, постараюсь ответить просто. Стоимость реально – это та, по которой что-то покупается или продается. Если никто не хочет покупать, значит, это неправильная стоимость. Если никто не хочет продавать, тоже неправильная стоимость. Поэтому стоимостью на сегодняшний день надо считать ту стоимость, по которой торгуются акции. Это 7,5 миллиардов долларов или 500 миллиардов рублей. Не больше и не меньше. Какова величина чистых активов компании на 31 декабря 2015 года в рублях или долларах? Мне написали подсказку, потому что сам я не знаю ответа. Это 164 миллиарда 332 миллиона рублей. Будет ли проведена конвертация привилегированных акций компании в обыкновенные? Мы думали над этой идеей, она обсуждалась в разные моменты времени, но в период приватизации это практически нереально. Я думаю, сначала должна состояться приватизация, а потом можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса. Акционер, я боюсь, что неправильно прочитаю, Скуидный, наверное, так. Как отразится на компании и акционерах продажа Башнефти? Ну, дорогие друзья, вы, наверное, думаете, что придет какой-то злой, неправильный, глупый акционер, который все сломает, все уничтожит. Ну, так быть не может, так не бывает. Если кто-то будет в состоянии заплатить по меньшей мере 7,5 миллиардов рублей за компанию, то я уж ни секунды не сомневаюсь, что это будет правильный, понятный, умеющий управлять бизнесом акционер. Ну и государство наше уж точно не допустит того, чтобы было сделано какое-то неправильное движение в этом направлении. Поэтому я не думаю, что со сменой акционера что-то должно измениться. У меня все пока. Спасибо большое. Алексей Леонидович, один вопрос у меня. Акционер Колпиков Владимир Васильевич. Вопрос. В бюллетене номер 1 напечатано: оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Так кто и куда ее распределяет, и так каждый год?
Я скажу так, законодательством об акционерных обществах, законодательством о бухгалтерском учете и уставом общества предусмотрено ограниченное количество направлений распределения прибыли. Это прежде всего дивиденды и пополнение фондов, которые имеет компания в соответствии с законодательством и в соответствии с уставом. Вот сегодня вы видели, часть прибыли пошло на пополнение резервного фонда. И также есть направление в случае наличия убытков, это компенсация убытков прошлых лет. Других направлений использования прибыли нет. По существу чистая прибыль, которая остается нераспределенной, это наш источник финансовой стабильности, той абсолютной финансовой устойчивости, о которой в своем выступлении говорил президент, источником для формирования наших необоротных активов и дает нам уверенность в том, что мы в любых условиях свои обязательства и краткосрочные, и долгосрочные исполним в соответствии с договорами и в соответствии с законодательством. Алексей Юрьевич, можно я добавлю два слова? Количество дивидендов определяется не тем, распределена или не распределена чистая прибыль. Количество дивидендов определяется тем, сколько себе может компания заплатить, сколько она заработала, сколько она потратила, насколько она эффективна. Если она хорошо работает, у нее есть деньги, она может платить большие дивиденды, вне зависимости от того, распределена или не распределена чистая прибыль. Это требование законодательства, это требование бухгалтерского учета, но по сути, дорогие друзья, наша политика заключается в том, и политика менеджмента такая всегда была, и совет директоров поддерживает, что акционеры должны получить все те деньги, которые не нужны компании в обозримой перспективе для того, чтобы инвестировать и продолжать текущую деятельность. Нельзя сидеть на деньгах, не надо держать их в банках, их надо отдавать вам, владельцам компании, в каждый конкретный момент времени, что мы стараемся делать, поэтому наши дивиденды выглядят, наверное, получше, чем дивиденды других компаний. Все. Коллеги, есть кто-то записавшийся для выступления? Нет. Хорошо. Уважаемые коллеги, уважаемые акционеры, счетная комиссия закончила подсчет. Пожалуйста, слово предоставляется председателю счетной комиссии Абрамову Николаю Алексеевичу. Уважаемые акционеры, итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества акционерная нефтяная компания «Башнефть». По первому вопросу. За решение утвердить годовой отчет ПАО НК «Башнефть» за 2015 год проголосовало 99,9% от числа голосов, принимающих участие в собрании. Решение принято. По второму вопросу за утверждение годовой бухгалтерской отчетности проголосовало 99,9%. Решение принято. По третьему вопросу за принятие решения по распределению прибыли ПАО НК «Башнефть» за проголосовало 99,9%. Решение принято. По четвертому вопросу за утверждение размера дивидендов в форме и сроках выплаты за принятие решения проголосовало также 99,9%. Решение принято. По пятому вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров. За принятие данного решения проголосовало 99,1%. Решение принято. По выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии за принятие решения проголосовало 99,9% голосов. Решение принято. По седьмому вопросу за определение количественного состава Совета директоров в количестве 10 человек проголосовало 99,9%. Решение принято. При избрании членов Совета директоров голоса, поданные «за», распределились следующим образом. Ватсон Чарльз – 10,59%. Гурьев Евгений Александрович – 9,72%. Дюжоль Марис – 10,59%. Консидайн Энтони – 10,59%. Корсик Александр Леонидович – 9,76%. Марданов Рустем Хабибович – 9,73%. Сергейчук Виталий Юрьевич – 9,72%. Текслер Алексей Леонидович – 9,72%. Орлов Виктор Петрович – 9,72%. Шафраник Юрий Константинович – 9,72%. Все кандидаты избраны членами Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
По 9-му вопросу повестки дня при избрании членов ревизионной комиссии за кандидатуру Афаняшина Алексея Анатольевича проголосовало 99,2%. Решение принято. Зенков Олег Сергеевич 99,2%. Решение принято. Любошец Борис Моисеевич 99,2%. Новаковский Андрей Владимирович 99,2%. Богашов Александр Евгеньевич 99,2%. Все кандидаты избраны членами ревизионной комиссии общества. По 10-му вопросу повестки дня о утверждении аудитора общества по российским стандартам бухгалтерского учета РСМ «Русь» и по международным стандартам финансовой отчетности закрытое акционерное общество Deloitte и Touche СНГ за принятие решения проголосовало 99,7% от числа голосов, принимающих участие в собрании. Решение принято. 11-й вопрос. За решение утверждения устава ПАО НК «Башнефть» новой редакции за принятие решения проголосовало 99,9%. Решение принято. За утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО НК «Башнефть» проголосовало 99,9%. Решение принято. По 13-му вопросу. За утверждение положения о Совете директоров проголосовало 99,9%. Решение принято. За утверждение положения правления общества в новой редакции проголосовало 99,6% голосов. Решение принято. 15-й вопрос. Одобрение сделок с заинтересованностью. По первой части 15-го вопроса за утверждение сделки с заинтересованностью между Башнефтью и Транснефтью проголосовало за принятие решения 77,44% от числа всех незаинтересованных в совершении сделок голосов. Решение принято. По второй части 15 вопроса за утверждение сделки с заинтересованностью между ПАО НК «Башнефть» и ООО «Башнефть Полюс» проголосовало 91,1%. Решение принято. По второй части 15 вопроса также за утверждение сделки с заинтересованностью между ПАО НК «Башнефть» и ООО «Башнефть Полюс». За проголосовало 91,1%. Решение принято. И по последней сделке с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров за принятие решения проголосовало 90,7% голосов. Решение принято. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Алексеевич. Уважаемые акционеры, разрешите от вашего лица поздравить членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии с их избранием и пожелать успешной работы в следующем корпоративном году. Уважаемые акционеры, позвольте также вас поблагодарить за участие в сегодняшнем собрании. Годовое общее собрание акционеров ПАО НК «Башнефть» объявляю закрытым. Спасибо.